Микрофонду. Жергиликтүү өз алынча башкаруулар союзунун директорунун кеңешчиси болом. Бүгүн биз сиздер менен бир маселени талкуулайлы деп чогулуп атабыз. Анткени өзүңүздөргө байланыштуу жакында Кыргыз Республикасынын жазык процесстик административдик укук бузуулар жөнүндө кодекстеринин жаңы редакциясы жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзамдар долбоорлору талкууга илинди. Бул боюнча өзүңүздөргө белгилүү ушул мыйзамдардын долбоорлорунда көп маселе ушул жергиликтүү жазык бузуулар боюнча маселелер талкууланат. Көп өзгөрүүлөр кирип атат. Ошондуктан сиздер менен бир макулдашып талкуулап, анан өзүбүздүн биз пикирибизди ушул долбоорлор боюнча биз долбоор иштеп чыккандарга сунуштарыбызды беришибиз керек болуп атат. Бүгүн биздин ушул талкуу программабызда биздин союздун юристи Венера Мурзаевна Болтобаева презентация кылып айтып берет, эмне өзгөчөлүктөр бар бул мыйзамдарда. Жана ушул сиздердин ой пикириңерди угуп туруп, жана ушул комментарийлер болсо, суроо жооптор менен биз жыйынтыгын чыгарып туруп, ушул сиздердин сунуштарыңыздарды ушул биздин заключениеге киргизгенге аракет кылабыз. Анда эмесе мен сөздү Болтобаева Венера Мурзаевнага берейин. Ушул кыскача презентация кылып, эмне өзгөрүүлөр киргизилип атат, кандай өзгөчөлүктөр бар, ошону айтып берсин. Венера. Омурбек Бадиевич, рахмат сизге да. Урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуулары, биз аябай мен ойлойм бул тема бүгүнкү талкуулоого коюлган тема бул аябай маанилүү бизге. Себеби бизде бар жогубуз билебиз, жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын органдарынын алдында атайын комиссия иштейт, именно бузуулар боюнча комиссиялар. Ошого тийиштүү кандайдыр баягы кайсы нарушениялар, ошол кайсы бузууларды кароого азыр жаңы долбоордо административдик бузуулар жөнүндө кодекстин долбоорун кандай жаңы статьялар пайда болду, наоборот кайсы статьялар азайды. Ошол боюнча мен маалымат берейин. Ошол расмий тилинде, кечирим сурайм, себеби административдик кодексти, ушул бузуулар жөнүндө кодексти долбоору бар жок билгенде расмий тилинде берип, жаңылыктар жөнүндө расмий тилинде бергенге аракет жасайм презентациямды. Азыр мен презентациямды ачалайын, кечирим сурайм. Эгерде бар жогусу билгендей, бул көрүндү. Азыр туруп туруңуздар, кечирим сурайм. Көрүндүбү? Жок. Жок, көрүнбөйт. Азыр, азыр көрүндүбү? Ооба, Венерече көрүндү. Мындай да, бүгүн бул проект баягы Омурбек Бадиевич айтып кеткендей, бул реформа аркылуу өткөрүлүп жаткан мероприятие. Бул эгерде мыйзам долбоорун караганда, кодекстин долбоорун караганда, азыр барчабыз билебиз, бүгүнкү күндө баягы 2017 жыл, 2019 жылдан баштап 3 кодекс иштеп баштаган. Бул уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, кодекс о проступках, кодекс о нарушениях и уголовно-процессуальный кодекс, да? Азыр кодекс о нарушениях, он будет называться кодекс об административных правонарушениях деген, и он будет состоять из 3 частей, точно так же, как в кодексе о нарушениях. Проект кодекса о правонарушениях, он состоит
из 56 глав и 486 статей. Инициатором этого проекта Кодекса про административных правонарушений является Генеральная прокуратура Кыргызской Республики. Но если посмотреть сам кодекс, последнюю статью, 486 статью, она предлагается ввести этот кодекс, там прописано о том, что с 1 июля 2021 года, если статью 486 статью посмотреть. Значит, какие новеллы, да, в проекте Кодекса о административных правонарушениях предлагается, да, предлагается ввести? Следующие новеллы. Первое, да, там пополняется, расширяются виды административных взысканий. Если раньше, помните, как сегодня, да, по Кодексу о нарушениях было только предупреждение, штраф и дополнительно правовые последствия, это пеня, изъятие имущества и так далее, то сейчас мы видим, да, если статью 28 посмотреть, проекта Кодекса административных правонарушений, тут расширяются виды административных взысканий. Значит, добавляются общественные работы, отстранение должностного лица от занимаемой должности, лишение специального права, это право управления транспортными средствами, право охоты, право хранения и так далее. И еще вводится административный арест, который назначается судом, районным или городским судом. Также в участники производства, значит, расширяется участников производства, тут включается участник, появляется в проекте Кодекса административных правонарушений, предусматривает прокурор, да, со своими полномочиями, то есть он там четко оговаривается, Кодекс об административных правонарушениях, прокурора и его полномочий. Также пересмотрено в особенной части виды нарушений, которые подведомственны органам местного самоуправления. По Кодексу о нарушениях сегодня у нас есть 31 статей подведомственных органам местного самоуправления, то есть нашим комиссиям и уполномоченным, кто вправе составлять протоколы, то в предлагаемом проекте остается только 12 статей. Я бы хотела бы сказать о том, что да, значит, органы местного самоуправления также остаются, предлагается законопроектом, значит, они остаются, они являются органами, уполномоченными рассматривать дела административных правонарушений, как Кодекс о нарушениях. В процессуальной части больших изменений нет, точно так же в статье 390 законопроекта, Кодекса, органов местного самоуправления они названы. Точно так же та статья, которая была в Кодексе о нарушении, она перенесена в проект Кодекса о правонарушениях, административных правонарушений. То же самое. У нас остаются комиссии, положения о комиссиях должны быть утверждены решениями местных кинешек, и о том, что могут уполномоченный орган вправе делегировать составление протокола о нарушении без права наложения взысканий по факту отдельных нарушений представителям общественных организаций. Эта норма остается. Теперь эта норма, она является 390 статьей. И если посмотреть, значит, органы нарушения, которые будут подведомственны органам местного самоуправления, согласно проекту Кодекс, это 12 статей, которые я говорил, это оговорено в статье 418, органы местного самоуправления рассматривают дела административных правонарушений и налагают административное взыскание, предусмотренное статьями 94, 97 по 102, 105, 106, 119, 109 и по 111 настоящий кодекс. То мы видим, если посмотрим, я вам то, что составила сравнительную таблицу, я сейчас ее тоже, я ее остановлю, демонстрацию, я перейду к другому документу, это документу сравнительную таблицу, которую мы сделали, да, подготовили. Вот смотрите, какие нарушения подведомственны органам местного самоуправления. Я думаю, видно, да? Нарушение требований законодательства о языке, то, что у нас было ранее, в 65.1, она тоже сюда включена, и она подведомственна, она остается также. И тут штрафы, да? Если в отличие от Кодекса о нарушениях, то в проекте Кодекса об административном правонарушении тут указывается
четко расчетные показатели. Видите, да, наказание, виды наказаний. То есть 50 расчетных показателей, например, 10 расчетных показателей, предупреждение, и на физических лиц отдельно, на юридических лиц отдельно, то, видимо, уже штрафы тут уже поменялись, да, четко указано для физических и юридических конкретно в каждой статье. Следующая глава, это которая подведомственна органам местного самоуправления, это глава нарушения против порядка управления в сфере охраны благоустройства. Это вот те статьи, которые были нам подведомственны, они уже под другими номерами статей, да. Ну вот остаются, перешли, значит, переходят статьи, это нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования многоквартирных жилых домов. Статья 98, самовольное использование элементов общего имущества многоквартирных жилых домов. Нарушение правил использования жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 99 статья. 100, да, статья 100, 100-я статья. Неисполнение обязанностей содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах. Статья 101. Нарушение правил благоустройства территории. 102. Выброс сжигания мусора в неустановленных местах, она тоже остается. Но если мы увидим категории, то видно, да, штраф там 55 расчетных показателей, а если выброс сжигания листьев, то 75 расчетных показателей. Вот. Статья 105. Открытие люков, колодцев, регулирование задвижек, срыв пломб тоже есть. Статья 106. Полив зеленых насаждений питьевой водой из водопровода. Она тоже влечет штраф в размере предупреждения или наложения штрафа в размере 10 расчетных показателей. Статья 109. Нарушение правил пользования пассажирским лифтом. Она остается. Ну и повреждение лифтового оборудования, она тоже остается, как кодекс о нарушении, переходит полностью. 110 статья. Нарушение правил содержания кладбищ. Тут штраф в размере 30 расчетных показателей, независимо, это юридическое лицо или физическое лицо. Следующая, 111 статья. Нарушение правил содержания собак и котов. Тут так и осталась эта статья. В той же редакции, в том же тексте, как и в кодексе о нарушениях было. Ну и штраф в размере 10 расчетных показателей. Теперь это вот основная глава нарушения в области сферы благоустройства. То, что против порядка управления в сфере деятельности публичной службы, тут осталось также 3 статьи. Это первая статья – невыполнение законных требований прокурора или следователя, да, но это раньше не было, она новая статья появилась. Также 374 – это то, что было в кодексе о нарушении, она перешла в проект кодекса административных правонарушений. Предлагается также нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа. Тут расчетно, если вы видите, штрафы, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц 130 расчетных показателей. Ну и статья 375 невыполнение, это для нас, для органов местного самоуправления, для должностных лиц. Если невыполнение должностными лицами требований нормативных правовых актов, оно тоже есть для физических лиц 100 расчетных показателей. Ну и также вот то же самое. Есть даже отстранение должностного лица от занимаемой должности сроком до 6 месяцев, если повторно в течение 1 года после применения административного взыскания, вот, которое было 100 расчетных показателей. Ну и также для органов местного самоуправления, я думаю, для госорганов есть такая статья, которая для нас тоже будет она касаться, для органов местного самоуправления, для должностных лиц, если незаконное вмешательство должностных лиц в деятельность субъекта предпринимательства или воспрепятствование их законной деятельности. Вот такая статья появилась. То есть для защиты прав предпринимателей. Тут тоже есть штрафные санкции и так далее. Это вот то, что будет касаться нас. Но если посмотреть относительно того, что уменьшили статьи, но при этом у нас, значит, уже нет как бы тех, которых мы видели, да,
были в кодексе о нарушениях, они уже перешли другим органам, уполномоченным органам. К примеру, если смотреть, раньше, помните, статья была «Стихийная торговля», помните, мы в кодексе о нарушениях она есть, то сейчас это в полномочия переходит органам в сфере транспорта, уполномоченному. Это будет их компетенции, их полномочиях. А также нарушение, например, порча дорожного покрытия муниципальных дорог, это тоже будет отнесено в законопроекте, в проекте кодекса об административных правонарушениях. Это уполномоченные органы в сфере транспорта будут рассматривать данные дела. Проект кодекса об административных правонарушениях вообще не содержит такого нарушения, как незаконное расширение земельного участка, которое для нас было актуально, и по которым у нас очень много было проблем, потому что нарушение красных линий и расширение земельного участка самовольного, да, на землях муниципалитетов, на землях, то есть муниципальных землях, на землях населенных пунктов. Вот этой статьи уже нету в проекте кодекса об административных правонарушениях. Также, кроме, вы видите, да, нарушения, которые были подведомственны комиссиям по рассмотрению дела о нарушениях, которые были органами местного самоуправления, нарушения в области водопользования, помните, да, статья была там по распределению, по пользованию нарушение правил водопользования питьевой водой, орошаемой водой, то это статьи, они уходят, а также статьи касательно пастбища пользования, они уходят в полномочия, согласно проекта Кодекса правонарушения, передаются госэкотехинспекции. Ну, вот такие новости. У нас получается, теперь нет стихийной торговли, нет порчи дорожного покрытия, мы не сможем привлечь это вот в проекте кодекса. Поэтому вот я хотела бы с вами как бы обсудить вместе с вами вот еще статью такую, которая нас очень многих волнует, это «Вайлок Мету», о ильных аймаках. Очень актуальная проблема, это статья по траву посевов, порча, да, посевов. Помните, это была статья раньше Кодекса административной ответственности, потом она сейчас в Кодексе о проступках, то сейчас предлагается также, это включено в проект Кодекса об административных правонарушениях, и по траву посевов, статья 220 посвящена, и она будет рассматриваться, предлагается в законопроекте, она входит в полномочия органов внутренних дел, как и сейчас, согласно Кодексу о проступках. Многие выступали, помню, многие предлагали, когда мы в прошлый раз встречались в Достоке, когда мы обсуждали актуальные вопросы, правоприменительные, трудные, да, вопросы, часто встречающие вопросы, применения Кодекса о нарушениях, там было такое предложение, и каждый раз, когда мы встречаемся, представители Союза МСУ, когда мы встречаемся на круглых столах, на конференциях, на семинарах, на тренингах, всегда поднимают этот вопрос. И помню, на YouTube выложил видео один из председателей Аильного Кенеша, в то время, да, действующий, я не знаю, в настоящее время он избран, не избран, но он выложил проблему по траву посевов и порче посевов, да, о том, что у нас происходит. Вот именно повреждение насаждений сельскохозяйственных культур, да, когда урожай снимает, и когда пригоняет заранее из джайло скот, происходит по траву посевов. Вот эта статья тоже актуальна, и многие предлагали о том, чтобы эту статью отнести все-таки комиссиям, нашим комиссиям органов местного самоуправления, чтобы оперативно решали и более быстрее решали, потому что эти моменты, они как бы в Кодексе о проступках, да, были отрегулированы, но они были отнесены органам внутренних дел. Но я думаю, что органы внутренних дел, пока приедут с РОВД и будут протоколировать это нарушение, у нас код уйдет на другое поле. И не для того, чтобы выявлять, кто
выявлять хозяев, владельцев этого скота, которые допустили такое нарушение, будет очень трудно. И это будет очень трудно доказуемо. Поэтому вот это вот такое было предложение. Поэтому вот такой вот эту норму я тоже привела, вам привожу специально в своей презентации для того, чтобы услышать ваше тоже мнение. Вот я закончила вкратце свою презентацию. Если у вас есть предложения, пожалуйста, по проекту Кодекса об административных правонарушениях, вы видите, очень многие статьи утрачены, их не содержит проект Кодекса административных правонарушений. То есть сократились до 12 статей. Если раньше по Кодексу нарушений было 30 статей, то у нас сейчас 12 статей. Поэтому я хотела бы вас попросить принять активное участие. Вы даже можете сегодня и также потом присылать нам письменно, да, в Союз МСО о том, что вот какие есть предложения. Относительно регистрации правонарушения, оно остается также в силе. И будет это курировать, опять же, Генеральная прокуратура. Согласно этого проекта кодекса, она отмечена также. Ну и постановление было, постановление правительства о том, что будет это компетенция не МВД, а компетенция будет полномочия Генеральной прокуратуры передать, да, следующего года базу ЕРН, единый реестр нарушений, то сейчас предлагается точно так же оставить 72 часа для того, чтобы зарегистрировать. Также будут комиссии, если в случае, когда протокол будет составляться на месте уполномоченным лицом, которое будет имеет право составлять протокол на месте, если в случае согласия, он имеет право налагать взыскание, если есть об этом имеется специальное постановление, да, решение органа местного самоуправления, когда определять будут лица, которые имеют право налагать, составлять протоколы и налагать взыскание. Относительно того, что процедура, процессуальная часть, она почти осталась такой же, но там уточнены эти вопросы по поводу регистрации, по поводу сбора доказательств, подтверждения доказательств, как будут рассматриваться и так далее. Эти моменты уже уточнены. Но одним участником становится прокурор, да, участвует, да, он, если в случае ненадлежащего исполнения, имеет право вмешиваться прокурор, а также и расширено, также остаются основания, мотивы, да, для того, чтобы открывать производство по делам административного правонарушения. Тоже перечень определен, уточнен. Ну и потом также по поводу составления протоколов относительно нарушения, если в случае неуплаты, да, что будет штраф, то дополнительно правовое последствие, как пеня, она будет тоже налагаться на основании постановления комиссии или постановления уполномоченного органа в случае просрочки штрафа. Ну вот эти вот моменты уточнены, а процессуальная часть также осталась. Процедура обжалования решений комиссии, она такая же, как в Кодексе о нарушениях, постановление о наложении взыскания за административное правонарушение остается также. Можно будет обжаловать первой инстанции, да, судебной инстанции, это в районном суде или в городском суде, а также, что решение городского или районного суда может обжаловаться в апелляционной инстанции. И решение определения апелляционной инстанции, оно является окончательным. Дальше в кассационной инстанции она не обжалуется. Вот процедуры такие же. Время, срок для регистрации ЕРН, также это 72 часов, в течение 72 часов должно быть зарегистрировано в едином реестре нарушения. Вот такие новеллы. Вкратце, вот такая у меня презентация. Мы хотим услышать ваше мнение, предложения, обсуждения. Ну, я думаю, можно приступать к обсуждению. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Рахмат, Венера. Айнура, уланып кетесің бе? Рахмат, Өмірбек Бадыевич, да, угодам. Хорошо. Урматтуу коллегалар, рахмат Венережеге, биздин юрист, Союз МСУнун укуктук экспертибиз.
ушул сунушталып жаткан генералдык башкы прокуратура тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун сиздерге гана тиешелүү нормаларын презентациялап берди. Бизге көп кайрылуулар болду. Бул обсуждениябызды билип алышып, университеттер, председатели там судов Аксакалов обращались. Но, к сожалению, мы не инициаторы данного законопроекта, может, к счастью, да. Вот поэтому эта рабочая встреча целенаправлена только для органов МСУ. Вот поэтому мы хотим услышать ваши мнения, предложения, может быть, даже замечания, да, к данному законопроекту в части местного самоуправления. Тогда ждем выступающих, у кого какие мнения, кто уже успел весь законопроект изучить, если по другим статьям, по другим частям тоже будут замечания, предложения, мы можем тоже вот услышать вас. Можно, да, выступить? Конечно. Лилия, слушаем вас. Здравствуйте, участники конференции. Это Лилия с мэрии города Бишкек. Как я поняла, общая часть, особенная часть, в принципе, они так и остались. Мы до этого в действующий кодекс о нарушениях правительства направляли целый пакет по внесению изменений, по уточнению отдельных статей. И там первое наше предложение было то, что разграничить полномочия органов местного самоуправления. Как вы знаете, орган МСУ состоит из двух органов, исполнительный и представительный. По всему кодексу было прописано орган местного самоуправления. И в нашем предложении мы предлагали, чтобы конкретно указали исполнительный орган местного самоуправления. Это одно предложение. Второе предложение было то, что положение комиссии органов местного самоуправления утверждается местными кеңешами, и персональный состав комиссии, то есть это пофамильно, тоже утверждается сессией местного кеңеша. Это что тоже, получается, не облегчает нам работу. В итоге мы еле как вышли из этой ситуации, чтобы таким путем, что нам местный кеңеш делегировал эти свои полномочия в части утверждения персонального состава. Но мы с таким боем бились с местным кеңешем в свое время, когда утверждали. Поэтому мы предлагаем, чтобы, как я поняла, в этом законопроекте эта норма, она так и осталась в этой редакции, что положение персональный состав комиссии утверждается местным кеңешем. Поэтому хотелось бы предложить, чтобы и положение, либо положение, оно утверждалось правительством, типовым, чтобы оно было единое для всех органов местного самоуправления, а вот эти персональные составы комиссии, они утверждались уже самими исполнительными органами, именно персонально. Персонально это означает, что пофамильный состав. И вы представьте, каждый раз, если у нас будут кадровые перестановки, мы должны выносить на сессию кеңеша, что затрудняет для нас работу. Второй момент по особенной части. По особенной части скажу сразу, по стихийной торговле там конкретной статьи нету, по крайней мере, действующей. Там была статья чисто только организация стихийной торговли в дороге. У нас не все места являются дорогами, поэтому там по стихийной торговле, даже если его отдадут органам в сфере транспорта, надо уточнять. У нас, по крайней мере, я не знаю в регионах как, но у нас в городе Бишкек большая проблема со стихийной торговлей. Еще второй момент, еще далее у нас, в принципе, по каждой статье, в том числе по правилам благоустройства, у нас тоже были уточняющие моменты, потому что в той редакции, в которой она на сегодня есть, она тоже полностью не позволяет нам привлекать к ответственности отдельных нарушителей. И поэтому, я думаю, может быть, мы вам вот тот пакет, который мы направляли в правительство, и в свое время мы его согласовывали с той рабочей группой именно по судебной реформе, и мы получили на тот момент одобрение, мы, может быть, тот проект вам направим, чтобы оттуда вы приняли тоже предложения и замечания именно по вот то, что мы предлагали город Бишкек. Спасибо, вот Лилия. У меня так. Ждем, да, ждем. Сейчас наши юристы тоже будут, наверное, комментировать, но ваш пакет, который вы отправили, предложения, замечания, мы будем рады получить и тоже изучить и
при подготовке заключения официального с учетом ваших мнений и предложений постараемся. Венериджи, у вас будут комментарии? Лиля, спасибо. Спасибо большое. Мы ждем от вас этот пакет предложений. Да, есть статьи, которые они бы, хотелось бы даже те же правила, да, статьи касательно по благоустройству, да, тоже пересмотреть и сразу сделать таким, чтобы нам было удобен правоприменение. Поэтому большое спасибо, мы ждем от ваших предложений тоже. Я пишу, фиксирую все предложения наши. Спасибо. Айнура, Спасибо, можно, да? коллеги. Дополнительно Да, выступить Нурбек, можно ли? слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Нурбек Шабдуналиев, мэрия города Карабалта. У нас получается те же самые предложения, которые сейчас озвучила наша коллега с мэрии города Карабалта. Вот, в частности, меня слышно, да? Да, это слышно. Ага, спасибо. В частности, смотрите, мы также предлагаем в пункт 5 части 1 статьи 390 главы 7 раздела 5 изложить в редакции, согласно которой будет не органы местного самоуправления, а вот именно исполнительные органы местного самоуправления. Вот. Те же, получается, аналогичные поправки мы и предлагаем и во вторую часть этой 390 статьи внести. То же самое получается предложение, так же, как и Лилия озвучила, что, к примеру, например, положение, да, и количественный персональный состав, это чисто внутриведомственный, то есть эти акты имеют исключительно внутриведомственный характер, и направлен на именно служащих административного органа. Понимаете, нам не нужно там, не нужно какое-то типовое положение, которое будет утверждаться там правительством Кыргызской республики, да, специально для органов местного самоуправления. Почему? Потому что все процессуальные нормы уже четко заложены в самом кодексе. Вот, и вот как уже наши коллеги из Бишкека озвучили, у нас проблема с Кинешем. То есть персональный количественный состав, ввиду того, что они утверждают, у нас большая проблема. Вы сами прекрасно понимаете, что сейчас есть текучка кадров, да, что кадры уходят и приходят. Вот, и мы, если честно, уже 4 месяца не можем поменять состав комиссии. У нас даже председателя там нету, председатель ушел на другую работу. Вот, 4 месяца мы не можем уже созвать как бы кинеш по данному вопросу, понимаете? Вот, из-за этого мы считаем, что этот акт имеет исключительно внутриведомственный характер, да, и в соответствующей поправке в часть 2 статьи 390 необходимо заместо решением органов местного самоуправления просто заменить словами для органов местного самоуправления, то есть для исполнительных органов местного самоуправления. И в этой связи мы потом сами будем устанавливать положение, если оно требуется, устанавливать персональный и количественный состав, и у нас не будет никаких процессуальных проблем и преград по вопросу применения, да, норм этого кодекса. Вот. Дополнительно к этому мы предлагаем кодекс о нарушениях дополнить статьей, устанавливающую административную ответственность в виде штрафа для физлиц в размере 30 расчетных показателей, для юридических лиц в размере 130 расчетных показателей за самовольное подключение к водопроводной и иной сети, а также за самовольный отбор горячей воды. То есть, как Венера сейчас вот озвучила, у нас получается самовольное подключение к водопроводной или иной сети, самовольный отбор горячей воды из системы отопления. Далее получается самовольное расширение отведенного и закрепленного земельного участка. Вот, они, получается, выпали, эти статьи. В этой связи мы, конечно же, предлагаем, чтобы вы, либо мы, там, я не знаю, как вы сами уже посчитаете правильным, инициировали эти поправки для того, чтобы внести выпавшие статьи из редакции предлагаемого кодекса об административных
нарушениях. Так, далее, получается, вот Венереджи нам сказала, что у нас 12 статей сейчас есть в предлагаемой редакции. Фактически у нас не 12, а 13 статей. Вот, у нас получается, согласно с 418 статье, органы местного самоуправления обладают там 94-95 там, до 111, там 12 статей, плюс еще есть унифицированная статья, статья 422, которая предусматривает, что уполномоченные органы, которые осуществляют производство по делам об административных правонарушениях, то есть все уполномоченные органы могут рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания административные по 379 статье, то есть воспрепятствовать деятельности уполномоченного органа. Вот, воспрепятствовать деятельности уполномоченного органа. Вы, наверное, уважаемые коллеги, помните, да, что раньше у нас были 3 такие унифицированные статьи, которыми пользовались абсолютно все уполномоченные органы. Вот сейчас у нас, к сожалению, у органов местного самоуправления осталась только одна 379. Это воспрепятствование деятельности уполномоченного органа. В этой связи мы часть 1 статью 418 после цифр, например, после цифр 109-111 предлагаем дополнить цифрами 374 и 378, что значительно позволит нам расширить круг наших полномочий и выполнить обязанности, которые возложены на нас. Я напомню, что 374 и 378 это тоже получается, вот 374 это нарушение порядка выполнения решения. Там кто-то разговаривает, да? Алло. Айнура, слышите? Да, вас слышно. Ну, наверное, некоторые участники включают, да, либо те, которые подключаются, они параллельно что-то говорят. Но вы можете продолжить. Коллеги, Да, пожалуйста, выключите этот звук. Я тогда продолжу, уважаемые коллеги. Смотрите, 374 статья – это нарушение порядка выполнения решений, предписаний, распоряжений или требований уполномоченного органа. Ну, то есть такая самая, можно сказать, рабочая статья, которыми пользовались органы местного самоуправления. Вот. И 378-я – это нарушение порядка предоставления информации, сведений, отчетов уполномоченному органу. Вот их нужно будет вернуть обратно. Вот. Смотрите, там, получается, есть нормы статьи 421, согласно которой полномочия по вот этим 2 статьям, 374 и 378, это отнесены к полномочиям органов, наделенными правом выдавать лицензии и разрешения. Вот, согласно 421, то есть лицензиаром. Вот, как известно, органы местного самоуправления не являются лицензиаром, вот, лицензии разрешения не выдают. В этой связи вот эти 374 и 378 статья, они, к сожалению, выпадают, и применять их в ходе осуществления своих полномочий органы местного самоуправления не смогут элементарно. Вот. Это пока, ну, к сожалению, у нас не было много времени, чтобы досконально изучить именно общую и особенную часть Кодекса о нарушениях, вот, ну, включая и процессуальную. Скорее всего, мы, наверное, в ближайшее время уже свои конкретные предложения, замечания направим вам в электронном формате, да, для выведения унифицированной позиции органов местного самоуправления. Вот. И в заключение хотел бы просто задать вопрос опять-таки нашему юристу Венереджи. Вот. Мы
участвовали в многочисленных тренингах, всяких семинарах по правоприменительной практике именно по кодексу о нарушениях. И я хотел просто спросить у Венеры по процессуальной части. Те пробелы, которые были у нас, то есть не были, а существуют у нас в кодексе о нарушениях, имеются ли они в кодексе, в предлагаемом кодексе об административных правонарушениях, ну, в части, например, этого вынесения постановления о начислении пени, там, помните, да, наверное, Венерде, то есть все процессуальные проблемы, которые мы заложили в так называемый холодильник и отправили в аппарат правительства Кыргызской Республики для дальнейшего продвижения. Вот такой вопрос. Спасибо, уважаемые коллеги. Айнура, спасибо. Я, в принципе, закончил. Спасибо, Нурбек, за подробные, обоснованные прям предложения к законопроекту. При подготовке официального заключения наши юристы еще раз тщательно рассмотрят ваши все предложения и замечания, чтобы для всех, не только для мэрии и для органов МСУ, всех, да, имеется в виду я и Лукнуту, для всех органов МСУ удобно и комфортно было реализовать данный кодекс. И, конечно, многие органы МСУ пишут нам не по WhatsApp, да, которые не смогли принять участие по различным причинам, будут учтены и те предложения, которые будут направлены и по WhatsApp. И я написала в чат адрес, электронный адрес Союза местных самоуправлений. Пожалуйста, все, которые хотите, либо желаете отправить нам еще предложения, замечания, официальные, неофициальные, можете туда отправить. Мы тоже будем изучать все предложения и комментарии, пожелания органов местного самоуправления относительно к данному законопроекту. Венериджа, я так предполагаю, у вас будут комментарии к последнему, к предложениям, либо к высказываниям Нурбека, да? Нурбек, огромное спасибо, да, обязательно мы то, что мы заложили в холодильник, те вопросы, которые были подняты во время нашей встречи в Достуке, когда мы обсуждали правоприменительную практику, мы тоже ее постараемся, если те коллизии, которые были, мы постараемся тоже, как бы процессуальной части, это тоже предусмотреть и заложить в проект кодекса предложения, чтобы наши предложения были учтены. Тоже внесем как бы вместе, да, заключение дадим и наши предложения по законопроекту. Относительно того, что доказательная база, там относительно дополнительных правовых последствий, там уже сняты, а вот вопросы по поводу удостоверения, помните, да, если если гражданин либо свое откажется говорить о своей личности, кто он и так далее, вот эти вот моменты, они не решены, они там в проекте кодекса об этом нет, но есть такие коллизии, то же самое будем поднимать и предлагать или продвигать. Спасибо большое, Нурбек, за ваше предложение. Ждем ваши конкретные предложения тоже, потому что вы являетесь правоприменителями права, как бы работаете на практике, поэтому я думаю, что очень нам будет полезно, и я думаю, всем будет нужно, будет это, я думаю, актуально для всех наших органов местного самоуправления, для наших всех комиссий. Спасибо большое. Спасибо, Венериджа. Уважаемые Айлукмы. Слушайте дополнительно. Да, ага, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Санитарно-экологическая инспекция мэрии города Бишкек, Штабаев Передбек Базаркович. Уважаемые коллеги, у меня вот такой вопрос. Вот сами, как понимаете, после введения кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, самой большой правоприменительной части наша инспекция очень активную позицию заняла. И по всем статьям, определенным полномочия МСУ, мы, в принципе, очень неплохо справились с поставленной задачей, да, и все нюансы по статьям уже разобрали на части, да. Вот сейчас у меня пару предложений есть о новой редакции по административным правонарушениям, да, по статьям 100 и 101. По статьям 100-101, раньше было не по кодексу о нарушениях, статья 70 и 71, мы вносили предложение внести изменения, потому что в части касаемой выброса и сжигания, мы вот этот выброс и сжигания
отвели в отдельное производство, потому что они несовместимы в одной производстве находиться, да, и при применении этой статьи для нарушителей очень большие нюансы создаются и проблемы. И в том же статье написано выброс или сжигание запрещенных предметов в неустановленных местах. А бывают запрещенные предметы, когда в печках зажигают. А печка это, как вы знаете, это установленное место. Видите, вот такие коллизии есть. Мы по этому поводу очень подробную справку обоснованиям давали, внести изменения в данные статьи. Вот, учесть вот это. И потом, в других статьях, у нас 31 статья была в ОМС определенная. Из них сейчас выпадают статьи, которые очень нужны местным самоуправлением, которые непосредственно, находясь на месте, должны составлять протокола, а не передаваться в госорганах. Это статьи 119 прим. 1, они выпадают из этой полномочий, да, нам передаваться. Вот они выпадают из этой нашей статьи. Эти статьи нам очень рабочие статьи, они нам очень нужны. Как вы прекрасно знаете, на территории города очень много дорожного сооружения нарушается. Ну, в каждом случае мы не можем, просто физически не успеть пригласить ТУПСМ сотрудников, приглашать, и Министерство транспорта приглашать. Непосредственно, я думаю, должны заниматься этими статьями местное самоуправление. Вы представьте, в отдаленном военном укмету нарушили, допустим, дорожное сооружение или тротуарную часть, да? Но они же не будут вызывать из-за этого тротуара с районного центра или с города сотрудников ГОБДД, что приняли в отношении данных нарушителей меры, да? И восстановительные части тоже надо будет проконтролировать. А они физически не успеют, наверное, проконтролировать сотрудники Минтранса. И 120 статья выпадает из этого. 120 статья, вот сами как понимаете, выемка грунта, порча зеленых насаждений. В данном случае порча зеленых насаждений то же самое. Сотрудники госэкотехинспекции, либо же сотрудники ГОСЛХ, они не в каждом военном пункте. Уважаемая Шайгуль, да, пожалуйста, выключите, вы демонстрацию экрана, да, подключили, и, пожалуйста, все свои видео и звук выключите, кроме выступающего, пожалуйста. Можете продолжить. Ага. Вот, относительно этой статьи это касалось. Ну, дополнительно мы уже с центральным аппаратом меры согласуем. Данный проект мы уже вам направим, скорее всего. И по размерам статьям немножко не надо будет где-то снизить, где-то предупреждение добавить. Мы уже свои видения уже давали. И до конца, надеюсь, отработаем. Вот теперь в части полномочий комиссии по рассмотрению дела о нарушениях. В данный момент, так как вы знаете, в кодексе о нарушениях прописано полномочия комиссии либо налагать штраф, либо отменять штраф. В этом случае у нас некоторые непонятки возникают. При составлении протокола на нарушителя нарушитель признает свою вину, не зная, за что он привлекается. Вот могу я пример такой привести, обычный. Нарушитель выявили юридического лица, идем налагать штраф на юридического лица. Поймали сотрудника, вот нарушителя, да, непосредственно, составляем на него протокол, либо на юридического лица. Но обычно юридический лиц тоже отвечает за территорию своего, да. Составляем на юридического лица протокол, данный нарушитель соглашается с нарушением, но на следующий день бывают такие случаи, приходят в комиссию и обжалуют. Юрист у них появляется, подсказывает, что данный же по данному кодексу нарушениях по статье 119 не несет ответственность юридическое лицо, а несет ответственность непосредственно по трудовому договору, кто состоит с ним в отношениях. Понимаете? Вот в таких случаях комиссия просто не может переквалифицировать статью, либо переквалифицировать нарушителя. Комиссия либо должен там отменить решение или наложить. А те нарушители, они соглашаются с нарушением. Да, действительно, было такое дело, что они нарушили. Ну, неправильно составлен адресат. Понимаете? Вот в таких случаях бы тоже предложили бы, да, полномочия комиссии по рассмотрению дела о нарушениях внести какие-нибудь изменения, чтобы они уполномочены были либо переквалифицировать статью, либо переквалифицировать нарушителя. Вот такой момент. И еще один момент. Так как вы сами знаете, за одно и то же нарушение 2 раза не штрафуется, 2 раза не привлекается к ответственности, да, человек. Но бывают такие моменты. Сегодня выявили нарушителя, уполномоченный орган или уполномоченный сотрудник пошел, составил на него протокол, привлек его к ответственности. Ему дает, ну, в кодексе также прописано, что наложенный штраф не освобождает от ответственности
об устранении выявлено нарушение, да? Ну, в большинстве случаев бывает, что нарушители просто банально не устраняют данные нарушения. И приходится нашими сотрудниками на следующий день обратно идти, обратно выписывать. И вот и в этой части тоже ответственность нарушителя надо предусмотреть в случае невыполнения законного требования уполномоченного органа, какие будет ответственность нести нарушитель в случае неустранения, да, нарушения. Да, уважаемые коллеги, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, спасибо. Вот многие ваши предложения, я помню, мы в рамках, вот во время круглого стола тоже 26 марта в Бишкеке обсуждали, очень прям обоснованные предложения. Спасибо вам. Надеюсь, ваши предложения тоже учтены в том документе, который вот Лилия Султанбековна уже, да, сказала. Если нет, пожалуйста, тоже ждем дополнить и официально ваше предложение. Я вот думаю, мы тоже с коллегами обсудим, может быть, во время подготовки официального заключения, возможно, даже юристов и отдел ОРМСУ тоже пригласим на рабочее совещание, чтобы вместе еще раз тщательно обсудить некоторые нюансы. Спасибо вам большое. Айнура, Ау. извините, можем одно дополнение сделать, пожалуйста? Да, можете. Смотрите, вот как Лилия тоже вот отметила, огромная проблема, я думаю, во всех органах местного самоуправления – это стихийная торговля. Как действующий кодекс, да, не конкретизировал именно нормы, да, применения наказания за это правонарушение, так и предлагаемая редакция тоже нету, да, там вот как уже коллеги отметили, там есть дороги и улицы. Понятно, дороги, улицы, окей, отлично, полосы отвода, все, что, вся незаконная торговля, стихийная торговля, да, это будет наказываться. У нас, например, да, может быть, и в других городах, наверное, тоже это происходит. У нас основная стихийная торговля производится на тротуарах. Не на дорогах и не на улицах. Понимаете, на тротуарах. В этой связи мы не можем 120 статью применять, и нам приходится этим субъектам выдавать предписания, либо требования, да, обязательно к исполнению, потом на повторно выходить, ловить их, потом и по 293 привлекать их к ответственности. Чтобы вот такой, процессуальной волокиты у нас не было, да, бюрократической, и чтобы действия органов местного самоуправления по борьбе со стихийной торговлей были действенными, я предлагаю прям в статью, которая определяет, да, ответственность за незаконную торговлю, да, вот на дорогах и улицах, туда добавить и тротуары. Не знаю, если это с точки зрения права будет правильным. В Нирде, вот как вы думаете насчет этого? Спасибо большое, Айнура. Спасибо, Нурбек. Это я уже понимаю, о чем вы говорите, да, даже вот, мне кажется, вот эту норму можно будет привести в соответствие вот на примере даже Ожского рынка, да, вот регулярно там происходит между мере и даже не продавщики, а кто там, даже налог, они ничего не платят, наверное, да, который вот на тротуарах действительно стоят, даже вот не на тротуарах, а вот на проезжей части автомашин, да, тоже стоят, мешают людям. Мне кажется, вот на практике даже Ожского рынка можно будет прям привести какие-то нормы в соответствие, да. Венериджи, у вас будут комментарии вот относительно вот к последним предложениям и комментариям? Да, Нурбек, да, мы будем включать, да, мы уже это поднимали, этот вопрос относительно стихийной торговли, и очень трудно ее применить, статью 220. Но вот сейчас ее отнесли, получается, согласно кодексу о административных правонарушениях органов транспорта. Я вообще выделила бы эту статью отдельно, оттуда, из этой статьи, из этой главы, я ее вывела бы отдельно. Может быть, эту статью отдельно, прям бы я ее назвала как стихийная торговля или незаконная торговля. В общем, наверное, продумаем эту статью, как раньше было в Кодексе об административной ответственности, которая утратила силу. Может быть, тоже ее немножко
ну, немножко я ее думаю, что вы, видите. Откорректировать и вернуть, да? Такое будет предложение. Угу. Вот, Спасибо. Айнура. Спасибо огромное представителю санитарной Вот сейчас это вот службы, поднимают да? руку Да, слушаю вас. Гулам. Лилия, да, вы обратно, да, просите? Да. Да, и еще вот iPhone админ, это кто, интересно? Тогда сделаем так, сейчас Лилия Султанбековна, потом вот iPhone админ руку поднимает, потом Гулам руку поднимает, пожалуйста, вот по очереди. Спасибо, Айнура. Венередже, я хотела бы сказать по стихийной торговле. Вот в том пакете, который мы вам направим, мы как раз там и включали отдельную статью по стихийной торговле, потому что та статья, которая на сегодня есть, она не совсем выполнима, у нас с ней проблемы, поэтому мы в нашем пакете уже по стихийной торговле, и не только по стихийной торговле, вообще в целом то, что выпало из этого действующего кодекса, те нормы, которые ранее были в кодексе об административной ответственности, мы включили именно в особенной части. Я еще хотела бы у вас уточнить, как мне, учитывая, что я сейчас в отпуске нахожусь, мне объяснили, что Гамсумо поднимает вопрос о том, чтобы отдельные статьи передали судам Аксакалов. Я хотела бы лично свое мнение высказать. Может, вы меня поддержите в части того, что мы против того, чтобы давали статьи судам Аксакалов, потому что на сегодня даже те должностные лица, которые у нас сегодня составляют, у нас проблемы с ЕРН, с введением вот этих протоколов в единую систему, в единый реестр нарушений. А там, вы знаете, в судах Аксакалов люди старше 50 лет, они не совсем правильно будут составлять вот эти протоколы, заполнять, и все эти проблемы потом лягут на нас, на исполнительный орган местного самоуправления. И поэтому я, как поняла, сейчас тут в конференции у нас есть участник со стороны Гамсумо, я бы хотела бы вам предложить, не включайте судов Аксакалов, либо каким-то образом, я не знаю, пересмотрите, что ли, но ни в коем случае не передавать судам Аксакалов право составления протоколов и право введения этих протоколов в единый реестр нарушений. Вы знаете, протокола – это бланки строгой отчетности. За каждый бланк отчитываемся мы. Поэтому прошу вас, представитель Гамсумо, довести до руководства вашего наше мнение. А так по каждой 30 статей, которые на сегодня действующие, у нас есть прям по каждой статье свои предложения, замечания с конкретными обоснованиями. Мы вам направим. Спасибо, Лилия, спасибо. Ваши предложения относительно тех полномочий, которые предлагаются передать судам Аксакалов, мы тоже обсудим. И Венередже, и наши другие юристы тоже, мне кажется, подготовят свои обоснования, да, почему этого не стоит делать. Пожалуйста, вот iPhone админ, по-моему, это тоже сотрудники мэрии, да, которые недавно выступали. Слово вам. Да, я уже, в принципе, выступил, да, действительно, правильно ответили. Дополнений пока нету, но в ходе обсуждения уже, наверное, появится. Спасибо, тогда Гулам. По-моему, это Хальмион Айлукмату, Аильный Кенеш, да, если я не ошибаюсь. Вам слово. Гулам, а вы нас слышите? Но, видимо, человек отошел, либо по техническим причинам не может, да, выступить. Турсунбек Асан, вы хотите выступить? Нет. Нет, этот человек тоже по ошибке включил микрофон, наверное. Уважаемый Айлукмөтү, Айыльные Кенеши, депутат Айыльных Кенеши, Айлукмөт башчылары, Айлукмөттүн кызматкерлери, Айылдык кеңештердин депутаттары отурасыздар. Сураныч, сиздердин ой пикирлериңиздер. Саламатсызбы, бакыт, сизди угуп атабыз. Мен Турсунбек Асан Кызы, Айлыкмөт
Бақыт угуп атабыз сизди. Или Асан, угуп атабыз. Турсунбек Асан да? Протокол жазгандачы саламатсыздар. РНге киргизгенде дагы бир сырадан Кайсыл айыл өкмөтсүз айтып коесузбу сураныч? Кайсыл айыл өкмөтсүз сизди тааныбай жатам. Орток айыл өкмөтү. Орток айыл өкмөтү Нарында. Угуп атабыз. Şu протокол тортулганда кичине мүчүлүштүктөр болуп кетип атат да. Ошону дагы бир сырадан окутуп сиздер тараптан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсоңуздар жакшы болот эле. РНге киргизген учурда Окутуулар жөнүндө сунуш бердиңиз окшойт. Эми ойлоп атабыз, дагы кодекс алмашып атса, вот азыр именно барып окуткан канчалык деңгээлде маанилүү болот. Эми ушул жаңы кодексти дагы кабыл алынып калган учурда сөзсүз түрдө Союз МСУ башка өнөктөштөрүбүз менен каражаттарды издеп кайрадан окутканга аракет кылабыз. Кийинки дагы сунуштар барбы? Ойлор, пикирлер? Угуп атабыз. Наталья Васильевич, Өзгөн районунда Кабыл айылы кеңешинде жатат. Азыр жана презентация аябай жакшы болду. Ошонун маселелери айтылды, көтөрүлдү. Сиздердин көтөрүп чыккан демилгениңиздер абдан сонун болду. Биз колдойбуз. Сиз туура айтып атасыз азыр. Ошол целый закон пакети өзгөргөндөн кийин ошо окууларды баштап жергиликтүү кеңештин депутаттары үчүн, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери үчүн атайын сборник норматив укуктук тилимдүү актылардын жыйнагында чыгарыш керек да. Анан бир сыйра окуп чыгарыш керек деп ойлойм. Рахмат, сиздин сунушуңуз да эске кабыл алынат. Буюрса мына июль айларынан баштап Союз МСУ өнөктөштөрүбүз менен бирге региондорго чыга баштайбыз. Азыр мына буюрса депутаттарыбыздын көпчүлүгү мандаттарын алып алып иш орундарында башташты иштерин. Эми азыр биз мэрлерди, анан ушу айыл өкмөт башчыларын күтүп атабыз. Буюрса ушул шайланып бардыгы иш үстүнө келгенден баштап биз региондорго чыгып баштайбыз буюрса. Дагы сунуш пикирлер барбы? Айыл өкмөттөр, сиздерде проблема жок окшойт. Проблеманын баары эле бул кодекстер боюнча мэрияларды окшойт. Угуп атабыз сизди. Микрофонуңузду күйгүзүп аласызбы, сизди укпай жатабыз. Халмен айыл өкмөт башчынын орун басары. Угуп атабыз. Биз буга чейин МВДнын типографиясынан протокол алдырганбыз, заказ берип. Азыр өткөндө айтууда уже башкадан заказ бересиңер дейби, эмне дейт? Бузуулар боюнча протоколдучу. МВДдан бизди сурап бергилечи деп жатат окшойсу. Жок, МВДдан биз алганбыз да мурда буга чейин 20-жылы. Азыр эми башкадан баягы электронный эле заказ берсеңер болот дегенде сөз болуп атат да, түшүнүксүз болуп атат. Аны кимдер айтып атат сизге? Буга чейинки эмне протокол жараксыз болуп калабы, анда алган протоколдорубуз сатып алган. Бенереже комментарий берип коесузбу? Ушул 26 мартта дагы ушул боюнча суроо беришти эле. Венереже. Да, я слушаю, да, я поняла. Протоколы, которые вы получили, они же с шестизначным, 16-значным код менен, штрих-код менен, турал? И все указано. Вы по этим, по-моему, действуют пока. Я, насколько знаю, составляют же по этим же протоколам. Не знаю насчет МВД, какие требования предъявляла, но я, насколько знаю, эти протоколы, они действуют, работают. Башка айыл өкмөттөрдө. Рахмат.
Азыр мына Адилет жазып жатат, саламатсыздарбы, ушул бузуулар боюнча иш алып баруунун процедурасын схема түрүндө атайын түшүндүрмө плакат иштеп чыгып, анан таратсак деген сунушум бар. Сунушуңузга рахмат. Мына эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жаңы кодекс кабыл алынганы турат. Эми мына иштелип чыккандан кийин сунушталып, деги эле бир өзгөрүүлөр болот. Мына ошол өзгөрүүлөр кабыл алынгандан кийин биз жанагы окутууларды уюштурган кезде каражат табып калсак, ушул плакаттарды дагы иштеп чыгып бергенге аракет кылабыз. Биз мындай штрафтар боюнча былтыр ушул пандемия учурунда биздин укуктук экспертиз юристиз Венереж ошо тексттерин иштеп чыккан штрафтар боюнча пандемияга байланыштуу да, ЧАЭС учурунда, ЧП учурундагы штрафтар боюнча мына ошондой сыяктуу плакаттарды сурап жатсаңыздар керек. Биз түшүндүк наглядные, да, и для населения, и для органов МСУ, там ответственности, обязательства, размеры штрафов и какие процедуры, да. Мы поняли вас, учтем ваши предложения. Еще предложение. Венережеге рахмат айтып жатышат чаттан. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде Венереже эң мыкты юристтерибиздин алдыңкылары. Рахмат. Кийинки суроолор дагы. Айнура, можно, да? Можно, Нурбек. Раз уж есть время, смотрите, я вам уже говорил свое предложение. Я предлагаю повторно вот такой семинар, да, ну, либо рабочую встречу организовать уже с участием самих разработчиков. Также, помимо разработчиков, предлагаю, чтобы мы пригласили экспертов, которые разрабатывали прошлый кодекс, то есть действующий кодекс о нарушениях. Вот, то есть немного в расширенном формате посидели, и именно вот эти неясные моменты, все наши процессуальные проблемы, которые на сегодняшний день есть и которые никто не может решить до сих пор. Я открыто говорю, все процессуальные противоречия, пробелы, они все знают, но, к сожалению, они не решаются. Понимаете, в 2017 году были приняты эти кодексы, в 2019 году они вступили в свою юридическую силу, и уже 2 года никто не хочет как бы решать эти проблемы. Понимаете, вот немножко было бы эффективнее, если бы мы уже на одной площадке с разработчиками и экспертами уже непосредственно вот так тет-на-тет поговорили бы по нашим проблемам. Спасибо, Айнура. Нурбек, спасибо. Такое мероприятие мы вот недавно только по инициативе мэрии города Бишкек, несколько мэрий городов приглашали 26 марта. Вот для этого разработчики, там учебный центр, МВД, прокуратура, всех мы приглашали, и они прям, мы площадку для органов МСУ организовывали, они прям в тет-а-тет общались, и с учетом этих мнений мы должны были внести уже изменения и дополнения в действующий кодекс. Но, как видите, Генпрокуратура уже инициировали данный пакет НПА, и мы переговорили с Генпрокуратурой. К сожалению, сегодня они не смогли принять участие, потому что рабочая группа, именно эта экспертная группа, которая разработали данный пакет НПА, они находятся на заседании, оказывается, заседаются, но мы получили их обещание, что при организации, либо при проведении общественного обсуждения, либо слушания данного законопроекта, они обязательно нас будут приглашать, и мы будем обеспечивать участие и хотя бы ближайших органов местного самоуправления. Конечно, таких проектов НПА очень много поступают к нам. К сожалению, от нас немногое зависит, так как мы не инициаторы. А по законодательству мы имеем право всего лишь не требовать, прям, чтобы они в обязательном порядке провели такие обсуждения, а всего лишь можем дать свои предложения в виде заключений. Да? Но мы по чуть-чуть уже с Джугуркуки нашим начали практику, да, чтобы они парламентские слушания организовывали и так далее. И с инициаторами тоже будем продолжать в этом направлении работу. Спасибо за ваше предложение. Вы прям то, что мы и делаем, говорите. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемая Лукмуту, мэрия, еще будут предложения.
Анура, можно мне несколько комментариев? Да, можно. Это кто? Это Государственное агентство регионального развития Алыбекова Айпири, главный специалист. Ага. Айпири, слушаем вас. Добрый день, коллеги. Добрый день всем участникам. Спасибо, Венереджи, за обширную подготовку презентации. Очень было полезно. С нашей стороны был вопрос по поводу суда Аксакалов. Да, вопрос поднимала Лилия. Хотела бы сказать, что на сегодня мы приняли участие в рабочая встреча была именно с инициаторами, разработчиками Генпрокуратуры, МВД заседали по поводу внесения новых статей, которые не учли в новой редакции принимаемого кодекса. И нам были озвучены основные моменты, какие статьи должны быть включены с полным обоснованием. По поводу судов тоже было несколько замечаний предложено. В данный момент мы отправили свои предложения в Генеральную прокуратуру со всеми обоснованиями, со всеми статьями, которые там не учли, которые мы хотим, чтобы было включено в компетенцию именно органов местного самоуправления, которые будут рассматривать дела. И если есть возможность, то, Венереджи, я, наверное, к вам направлю наше письмо. Там будет все, пакет документов, где будет все это расписано, показано, и справка обоснования также будет прилагаться. По поводу суда Аксакаловского хочу отметить, что да, действительно, Лилия права, то, что мы продвигаем их, это не наша прихоть, это все-таки в Конституции прописано. И мы предлагаем не только, чтобы они, только вот вы сказали, что они будут рассматривать дела, но не по заполнению самих протоколов судов. Их можно будет привлекать и передавать им дела, которые органы местного самоуправления могут делегировать часть своих полномочий. Только в этой части мы просим, чтобы суды Аксакалова были включены в 418 статью и указать их в 439 статье новой редакции Конституции, где будет прописано просто суд Аксакалов, которым делегируется от органов местного самоуправления. Вот именно в этой части мы просим. Так. Что еще? Ну все, наверное, остальное все я, наверное, в письменном виде вам пакетом отправлю на днях. Можно в течение завтрашнего дня, скорее всего. Или сегодня до конца конференции, если получится. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо, Айпири. Спасибо еще раз за уточнение. Лилия, наверное, уже понятно, да, что Гомсмо не лоббирует, чтобы просто так передать судам Аксакалам какие-либо полномочия органов МСУ, а все-таки органы местного самоуправления сами будут решать, что делегировать, что не делегировать. Айпири, я вас правильно поняла? Да, правильно, Айнура. Отлично, отлично. Тогда, надеюсь, этот вопрос решен, но все-таки вы отправите, а наши юристы тоже изучат и при подготовке наших заключений, чтобы учли мнения и предложения, позицию и госагентства. Спасибо. Хотелось отметить, что эти предложения уже в Генеральной прокуратуре рассматривалось. Мы участвовали в заседании, и там это все обговаривали. Да, мы в курсе, что сегодня они заседались, и мы тоже попросили их общественное слушание провести. Да. Спасибо, Айпири. Спасибо. Еще предложения, коллеги, комментарии, пожелания еще. Разрешите тогда выступить, да, если никого нет желающих? Слушаем. Извините, пожалуйста, у нас только одна просьба. Очень актуально подключиться к вопросу. То, что сейчас отбирает ОМСУ статьи, которые к нам очень актуальны, и рабочие статьи отнимают, просто срубит наши руки, да, если честно. Ранее говорил, 119 и прим. 1 статьи нам очень нужны. Они именно в части города. Хорошие рабочие статьи. С этих статей мы привлекаем нарушителей к ответственности. Мы их привлекаем к восстановлению нарушенных элементов благоустройства. Вот такие статьи желательно защитить, чтобы она за МСУ и осталась. Вот у нас вот такие только пожелания.
Спасибо. Я вот слушаю это выступление мэрии городов, все-таки, Венереджи, нам с вами вот с экспортами тоже, наверное, надо обсудить тот момент, вот, может быть, надо будет какие-то полномочия разделить в части ОМСУ, не только представительские, исполнительские, а именно даже мэрии городов и айлукмету. Ну, это такой вопрос очень такой, тщательно надо обдумать все нюансы. Ну, это вот только вот с учетом мнений мэрии городов и айлукметов, да, которые до этого мы в разных площадках обсуждали, да, у меня вот такое это предложение, да, но это пока еще надо подумать, как это все сделать и как прописать. Ждем еще предложений. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, ким болду экен? Бакыт Кайыпов, угуп атабыз сизди. Угулбай жатасыз. Учкун айылы кеңешинин Нарын району. Слушаем вас. Айта бериңиз. Бул жанагы суу колдонуу жана жайыт боюнчачы эки мени сунушум эле калып турат да. Анткени жайыттар өтө алыс болот дегендей, жайыт комитеттер жүрөт, бирөө-бирөөнө отуруп алат, жана башка болот. Ошолорду караганда багы местный комиссиялар жакшыраак чече алабы дейм да. Сунуш. Неме мест боюнча пайдалануу боюнча пландарды жанагы местный комиссия карап суу талаш немелер болот да. Анан эки тарап инспекцияга айтып алар келип жанагы отургуча местный комиссия тезирээк протоколдоп чараларын көрө алабы дейм да. Анан бул жанагы Бакыт, сизде байланыш өтө начар болуп жатат. Сиздин сунуштарыңыз чоңойтуп алуу дагы кайра кирбейт. Бакыт, сиз мени угуп атасызбы? Сиздин сунуштарыңыз өтө связь начар болгондугунан өтө угулбай жатат. Сизден сураныч, WhatsApp'тан жазып коесузбу ушул сунуштарыңызды? Сизди укпай жатабыз биз, мындай булька кыргызча кандай, мындай үзүлүп угулуп жатасыз да. Сунуштарыңызды WhatsApp'тан жазып коюңузчу бизге. Жайыт жөнүндө бир сунуштарды берип атасыз, жана экотех инспекция келип, анан аларды биз чакырып күтүп отурбай деп эле. Бирок толук угулбай калды сиздин сунуштарыңыз. Сураныч, WhatsApp'тан бизге жазып койсоңуз, группадан дагы, и биз ошол жерден жазып алайлы сиздин сунуштарыңызды. Коллеги, еще будут предложения? У нас 10 минут всего осталось. Еще если будут комментарии, какие-то пожелания, либо общие какие-то вопросы в сфере нарушений, наши юристы сидят тоже, могут при подготовке заключения учесть. Айнура, у нас одна просьба будет. Вот эти справочные материалы, например, вот Госагентство регионального развития, да, вот подготовило какой-то соответствующий проект, да, вот по внесению изменений. Мэрия города Карабалта подготовила там другие, вот, может быть, мы как бы на вашей площадке, может быть, будем делиться этими своими предложениями, понимаете, чтобы было общее понимание. Вот, и так далее, и так далее. Вот это моя просьба, да, если, например, Госагентство регионального развития что-то там разработало по нашему вопросу, по органам местного самоуправления, либо есть готовые предложения у мэрии города Бишкек, вы не могли бы их как-то в общую группу, там, в WhatsApp-группу их вносить для того, чтобы мы тоже как бы не отставали от всех, вы поняли, да, меня? Мы вас поняли, да, в части обмена оперативно там обмениваться информациями, новостями о новых НПА, либо методичек, да, и обмен опытом. Мы вас поняли, мы будем стараться, но мы рекомендуем всем органам МСО тоже посещать наш портал Мыхты Аймак, потому что там это вот для
органов МСУ шпаргалка, можно сказать. Мы с каждым днем стараемся наполнить этот портал. Там очень много полезных разделов, да, те же принятые НПА, обмен опытом, вот там живые примеры, практики есть всех органов МСУ, правда, мало пока, и все вопросы, ответы, которые поступают в WhatsApp-группы, официально, неофициально, можете вот посетить наш портал Мыкты Аймак, и там тоже вот получать много полезного, и все новости, и все анонсы, и даже вот сегодняшнее обсуждение тоже будем размещать туда, через ссылку можете посмотреть, послушать и так далее. Там обучение есть по различным тематикам в сфере МСУ, не только которые Союз МСУ проводят, там и которые вот Институт политики и развития проводят, да, в рамках различных своих проектов, они наши ключевые партнеры, и плюс соучредители как бы портала, да, Мыкты Аймак и вообще Академии, да, развития МСУ. Пожалуйста, вот поэтому предлагаем тоже посетить наши сайты, веб-сайты, Facebook-страницы, и основная площадка это вот портал Мыкты Аймак. И также призываю всех органов МСУ, включая мэрию города Бишкек, Карабалта, отправить нам свои лучшие практики, либо сами самостоятельно можете даже заполнить, у нас там есть обмен опытом, да, раздел, можете туда напрямую сами тоже с помощью наших технических специалистов, да, заполнить свои практики и делиться тоже с другими органами МСУ, даже участвовать на конкурсе «Лучшая практика», да, у нас вот и конкурс с января уже запустили, да, в течение года будут, мы на WhatsApp-группы тоже отправляем ссылки, да, на голосование, вы тоже можете, имеете право принять участие. Вот поэтому, пожалуйста, больше посещайте наши вот такие ресурсы, которые для вас и создаются. Спасибо, коллеги. Если других предложений, комментариев не будет, то можем завершить или будут еще? Айнура, мен бұл жерде жаңағы сіздер жаңағы группаға, айлық өкметтердің группасына салғанда, осы жерде тіркемеде жүрбейді, нарушениялар жүр. Мен қарап жүрдім, айылға тиешелер мінекейдер ас болып атады да, мысалы айылда жаңағы өзгөчө көйгөйлөр бар ғой, диқан шаруаның ортасында бірін-бірін келіспегендер, бірін емесіне поляларына малдар кіріп кеткендер, күндік жаңағы шығып атқан емелер жөнінде ушу көбінчеле оқып көрсем бұл шаһарға тиешелер екен да, айылдагилер айылдагылардын жанагындай көйгөй эмелерге ушул эмеде көрсөтүлбөп тур да, же мен көрбөй калдымбы, азыр окуп атам да ошону таппай атам. Эске алайлык, анакей биздин юристтерде Венереже комментарий барбы ушул дыйкан чарба жерлерин жана майкандоо боюнча малдар кирип кетип майкандоо боюнча нормалар болсо керек эле? Туура айтасыз, ошого. Биз Кубанбайке, рахмат сизге. Комментариеңиз. Венереже, вас плохо слышно? Да, я это... Вот сейчас нормально. Смотрите, там 220-я статья есть в проекте Кодекса об административных нарушениях, правонарушениях. Сейчас вот в проекте 220-я статья по трава посевов. Она касается. Но она рассматривается, там предлагается в законопроекте, в кодексе, проекте кодекса, чтобы это было полномочия госэкотехинспекции, а не наших комиссий, органов местного самоуправления. Мы будем предлагать, наверное, на то, чтобы это же все проблема касается именно сельских жителей, сельчан, да, ильных аймак. Чтобы это все-таки отдали нашим комиссиям по травопосеву. Рахмат, Венереже, комментарийіңізге. Куанаке түшінікті болды да, біз с учетом ваших мнений, да, жана госэкотехинспекциядан алып, ошо все-таки сельские муниципалитет, айыл өкмөттөрдүн комиссиялары ушул багытта иш алып барсын дегендей сунуштарды берип көрөлү деп биздин юрист айтып жатат. Рахмат, түшүндүм, Айнура. Дагы барбы?
Урматтуу коллегалар, эгерде башка сунуштар, пикирлер жок болсо, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Катышып берген бир 33-34 айыл өкмөт мэриялар катыштыңыздар. Чоң рахмат сиздерге, сиздердин ар бир оюңуздар, берген сунуштарыңыздар, замечаниялар бардыгы ушул заключение жазып жатканда эске алынат. Эгерде дагы бир кандайдыр бир нормаларды кошумча талкуу керек болсо, биздин юристтер ушул WhatsApp группа аркылуу сиздерге суроолорду берип калса, активдүү катышып дагы жооп берип коюшуңуздардыга сунуштарыңыздарды күтөбүз. Мэрия Бишкектен, мэрия Кара Балтадан официалдуу дагы ушул жерде айтылган сунуштарыңыздарды, документтериңиздерди күтөбүз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.